Это затвор, главный затвор, который закрывает поток воды на турбину. Вот. Он сейчас в открытом состоянии. Вот сама турбина. Вторую неделю студенты Московского энергетического университета проходят практику на Сухумской ГЭС. Будущие энергетики уже побывали на основных объектах предприятия – плотине, в помещении центрального пульта управления. Осмотрели оборудование, узнали интересные факты из истории станции. Говорят, очень довольны возможностью подкрепить знания, да еще и в Абхазии. Впечатляет все, потому что как человек, который в целом ни разу не бывал на подобном предприятии, все хочется потрогать, все пощупать, все интересно. Ну и в целом, как будущему инженеру, очень интересно и полезно это все. Мы успели уже побывать на плотине, успели осмотреть всю станцию, познакомиться с городом. Нам вот все это очень нравится, и когда мы именно на объектах самой станции, нам очень интересно. Студенты вуза обучаются по специальностям, связанным с энергетикой, и практику проходят в основном на гидроэлектростанциях. Российские ГЭС, как правило, крупные режимные объекты, поэтому организовать обучение там для большой группы студентов не всегда получается. Буквально недели 3-4 назад в нашем институте был Реза Платонович, он обсуждал с ректором, в частности, вот возможность проведения практики. Конечно же, мы за эту возможность уцепились, потому что и с малой гидроэлектростанцией познакомиться довольно-таки интересно, потому что до этого в основном ребята на крупные объекты отправляли. Ну и я, в принципе, тоже знаком в основном по крупным объектам, хоть там оборудование системы мало чем отличаются, но специфика какая-то есть. И, соответственно, ребятам это интересно, и даже мне, приехав сюда, было интересно. Сухумская ГЭС – современное технически оснащенное предприятие. Станция была введена в эксплуатацию в 2018 году после трудоемкого капитального ремонта, длившегося 6 лет. На сегодняшний день мощность ГЭС составляет 21 мегаватт. В засушливые месяцы эти показатели снижаются. Функционирует она сейчас не в полном объеме, так как у нас сейчас паводка нету, и мы держимся на уровне 408. Вот. В дальнейшем она еще чуть-чуть уменьшится. Мы этим будем постепенно останавливать агрегаты. Так как работать одним агрегатом на 100%, чтобы мы работали. Работа станции основана на переброске части стока реки Восточная Гумиста в ее западную часть, которая протекает параллельно, но ниже. На Восточной Гумисте построена и плотина. С плотины вода попадает в деривационный тоннель, а затем спускается по водоводу. Длина этого огромного напорного водовода 300 метров. Именно по нему вода поступает с плотины непосредственно на станцию, к турбинам. Электричество вырабатывают генераторы, затем оно поступает на местную подстанцию, а дальше в общую электросеть. Вот такой маршрут совершает свет, прежде чем попадает в наши с вами дома. Следует отметить, что специалистами восстановлена не только техническая составляющая станции. Внешний облик здания, который причислено к объектам историко-культурного наследия страны, также сохранен. Эсма Голанзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение.